Встреча буквально 3 дня назад в Булгарии отгремел такие торжества, посвященные Дню принятия ислама в Булгарии из Габалварджиена. Там все видели какой масштаб, да, мы видим, насколько это важная дата в истории для татар. И вот сегодня у нас официально в Республике Татарстан отмечается дата принятия ислама волжскими булгарами, 21 мая. И вот как бы сегодня вы все видели, там поздравление Раиса было, и муфти Камиль Хазрат тоже поздравил с этим днем. И вот как бы спасибо огромное мечети Марджани, коллективу Института истории Марджани, как раз вот нас собрали, чтобы мы обсудили вот эту тему и как бы вот, ну, чтобы понятно было, какая у нас программа будет. Сейчас я предлагаю в первой части как бы все выскажутся, и как бы потом мы передадим слово Искандару Лероновичу, и вот он нам подробно расскажет, ответит на эти вопросы, как происходили, какие события происходили в 1922 году, как происходил процесс принятия ислама волжскими булгарами. Вот. Символично, что мы сегодня собрались в мечети Марджани, это вот как бы первая каменная мечеть, да, которая появилась в Казани после 300-летней паузы. Это место связано с Марджани, это как бы, вот, как бы место пышет историей, и вот я думаю, самое логичное было как бы вспомнить, как бы отметить эту дату вот, в стенах мечети. И спасибо вот Хазратам, которые откликнулись, и вот Аймурат Хазрат, я хотел бы вам слово передать и как бы тоже отметить, насколько это важно. Hamşinat da indi şöyle mundabet indi bu Tatarça silim Oylay, Tatarça da oluşuyor. Bu betinde İslam'a bağlışla nibeti. Şöyle bir son tarih elbette çünkü şimdi noktada bana 922 yılını şöyle bir 21 mayındadır. Aytaydı bana tarihçilerimiz şul günü bizning bulur babalarımız İslam dinini kabul etkenler. Ama indi tarihimizde bilgili şöyle bir anda indi ana hat yok bizning Tengriyanство bo'lgan deb aytadi, şöyle bir Allohga tabun bo'lgan deb aytadilar. Bu endi bizning bobolarımizga yaqin bo'lgan, hammalarda endi albatta shunday ana qabul etganlar. Bunda endi bizning payg'ambarimizning sahobalari kelgan deb aytiladi. Şöyle bir sahaba kelib, ular endi bizga shu islom dinini o'rgatib, necha qabul etib, necha islom dinida bo'lirga, necha anataga tiyishincha tuturga deb şöyle bir xabarsini anlatganlar. Bular endi bu Ibn Fatmanning Kırbısında yazmasında ile bunlar tarihte saklangan. Şimdi elhamdülillah mana şu vakittan beri bile bu günge kadar şu bizden de indigene vakıgalar bulmasın, tarihimizden indigene vakıgalar bulmasın. Her vakitte de İslam dininin şu saklap gelgen biz anda soğuk vakitlerinde de şu revolüsiya vakitlerinde de padişah zamanlarında da her birisinde her vakitte de elhamdülillah İslam dini bu günge kadar gelip çıkken. Hamla şu an bir gelecekte de şu an bir Allah Teala nasip etsin saklarga bu yılda yaşayacağım. Elhamdülillah. Рахмат Хазрат. Сегодня как бы сложно представить татарскую идентичность без исторической науки. Это сегодня как бы, ну, я слово не люблю, но скрепа часто люблю использовать, да, особенно в мире, в котором мы сегодня живем, это мир постправды, фейков, да, когда появляются не просто новостные фейки, но и исторические фейки. И вот, вот даже когда я сейчас готовился к нашей встрече, нашел в Википедии статью, которая называется, ну, так и называется, «Принятие ислама в Волжской Булгарии». И я открываю, то есть как бы там первая треть статьи очень вкратце описывается, что это за дата, а дальше вот идут слова. Однако, по словам монаха Юлиана, прибывшего из Венгрии в Волжскую Болгарию, там все были язычники, и вместе с тем, скорее всего, там были христиане и мусульмане. И дальше идет описание, как византийцы крестили Кубрат-хана и служение православных татар в Запорожье в 17 году в честь Аспаруха и Кубрат-хана. Ну, как бы я показываю, насколько информационная технология порождает и, к сожалению, имеет обратную сторону. Это когда появляются фейки. Да? Наш институт истории Марджани — это сегодня такой фабрика мыслей, think tanks о татарской идентичности, поэтому вот, Регринч, вам слово. Зур Ахмед, уважаемые коллеги, действительно очень важное событие. Это событие принятия в Волжской Булгарии ислама в государственном масштабе. Это событие цивилизационного характера, безусловно, с принятием этой великой религии наши предки вышли на международную арену в качестве самостоятельного, самодостаточного государства. Именно в этот период были заложены
глубокие духовные традиции нашего народа, которые отличаются в первую очередь веротерпимостью, дружеским отношением между народами и вообще некой созидательной идеей труда и стремления к знаниям и прогрессу. Недаром и Волжскую Булгарию, и впоследствии Булгарский улус Золотой Орды считали страной городов, страной просвещения. Нас обычно любят показывать наше государство в военном контексте, в контексте военных походов, завоеваний. Ведь на самом деле большая часть истории Волжской Булгарии и Золотой Орды, она все-таки зиждилась на созидательных мирных основах, в основе которой были широкие международные коммерческие связи, развитые промыслы, производство, товарообмен внутри государства. То есть это было намного шире того, что обычно традиционно представляется. И, безусловно, вот во всем этом процессе огромную роль играла исламская религия, которая, в общем-то, являлась смыслом и образом жизни наших предков. И сейчас, конечно же, для многих и большинства татарского народа так это и остается. А что касается фейков, то вся тысячелетняя история нашего ислама, даже больше, чем тысячелетняя история ислама, она является лучшим противоядием против различных инсинуаций. И я думаю, что вот мы вместе, и наше уважаемое духовенство, и журналистское сообщество, и, конечно же, академические ученые, мы будем дальше работать, чтобы популяризировать историю ислама, историю Волжской Булгарии, историю Золотой Орды, и вообще всю историю нашего народа. Вот когда мы читаем Ибн Фатлана, там есть описание, как ну, то есть зачитывание письма багдадского халифа, и там есть, что как подарки от халифа, там специальная одежда, конь, там флаги. И там интересный момент, в Ибн Фатлане есть описание, как хутбу произносили, то есть проповедь с именем правителя Булгарии. То есть как бы и вот насколько я знаю, в исламском мире в то время установилось два показателя независимости правителя. Это первое, произнесение его имени в хутбе, и второй момент – это чеканка собственной монеты, да, сикки, да, так называемая. И вот я хотел бы передать слово нашему большому другу Рамилю Хазрату, который вот на протяжении 3 месяцев на основе графических изображений монет булгарских ханов восстановил их облик, расшифровал, и как бы, вот мы можем видеть на этой выставке эти монеты. Рамиль Хазрат, в первую очередь хочу сказать, что этот проект был миллиарда татара Арслана Фанды, инициатива была. Без вас мы его не сделали, поэтому идей много. По его, так сказать, указанию. У меня намерений как бы не было так делать именно, но я, так как занимаюсь реконструкциями историческими, у меня как бы где-то там в будущем, как бы она, может быть, бы я их и делал вместе с джучитскими деньгами, там, с дирхемами. Но Арслан Афанды вот именно конкретную задачу бирді, и біз шуның белән менә бу проектны башкарып, бу чисто миллиард татар проекты дияргә була. Монда күпчелектә нәрсә татарларны хәзер аера башлалар, булгарча сезнеке түгел дип, татарча сезнеке генә. Или сез моңа бернинди мөнәсәбәт бәртегез юк, бу болгар мөселманнарга бәйле түгел, шундыйрак сүзләр бар. Да монда күрсәтү максат шуны күрсәтү иде, болгар чорындагы ислам диненең киң таралыш алуы һәм андагы бөтен, мәсәлән, хаятта дөньяви әйберләрдә кулланган әйберләрдә ислам сәнгатенең таралуы, аның матурлыгын күрсәтү. Мәсәлән, акча чыгару да ул ханның бер билгесе булып торган. Ул чорда шуның белән безнең тарихның 13-нче гасырдан гына башлануы түгел, тарихның тагы да тирәнрәк булуын күрсәтү максатыннан бу проект. Һәм дә монда, вот по поводу, я больше могу сказать по поводу особенностей дирхемов, то есть Арслан Афанды, ну, посредством Ильгизара Афанды, это уж понятно, что вы вместе.
они мне прислали, было еще в прошлом году, этот проект был, кстати, запланирован еще в прошлом году, это сейчас ближе к этому году только был сделан. Прислали книгу «Путешествие Ибн Фадлана» Да, издательство Маржани. Но смысл книги в том, что там были фотографии дирхемов. Но фотографии дирхемов там, как сказать, не совсем точные. Половина могло быть и стерта или нечитаемо быть. Но их по комментариям там пишут, что такой-то, такой-то аят написан. Но само прочтение там как бы оно не читается. То есть это известные все выражения, что из Корана взятые аяты. Там есть из суры Рум 4 и 5 частично аяты, из суры Тауба 33 аят используется там. Вот. Но конкретно по прочтению там как бы никто бы не разобрался. Просто там прочтение дают автоматически, так как это известные тексты. Вот. Поэтому пришлось реконструировать их чисто вот методом вычисления и методом того, какие стили были в то время, могли использоваться. То есть реконструкция таким образом. И плюс к этому там, особенно на ранних дирхемах, были грамматические ошибки. Их пришлось мне корректировать, потому что это вещи с Кораном связаны, очень опасны. Даже с точки зрения реконструкции я бы не решился как бы с грамматическими ошибками писать там. Поэтому это не в чистом виде такая реконструкция один в один, но редактированная, так скажем. Например, где-то буквы пропущенные были, там их я редактировал. Потом по поводу самого написания. Само написание очень специфическое. Если мы проследим саманитские, амиятские, аббасидские деньги, то там чувствуется их вот как бы преемственность от амиятских денег. Но амиятские деньги, они не имеют второго, насколько знаю, второго круга. То есть на дирхемах там по одному используют. Но общий принцип конструкции у них составление текста такая же была. То есть они, что амиятские, аббасидские и саманитские отличаются. То есть булгарские монеты, вот эти, которые от имени булгарских ханов воспроизводились, они преимущественно на, ну, насколько я успел, это, может быть, есть какая-то информация, но вот сколько я видел, это основывается на саманитские дирхемы по образцу. И тут вырабатывается, видимо, по виду, по образу технологии, вырабатывался особый стиль куфи. То есть это можно видеть, то, что очень четкие окружности происходили там, и это вынуждало как бы сам стиль приноравливаться к самой технологии. Поэтому тут особенность такого стиля. То есть если амиятские, например, дирхемы посмотрим, там аят отдельно можно увидеть. В аббасидских также, но в саманитских посмотрим, там текст прям сплошь идет, без разрывов. Вот эти разрывы, как бы слова не отделяются, они совсем. Тут я тоже их немножко указал отделение, то есть это опять-таки связано с аятами Корана, потому что с ними даже при реставрации нужно обращаться осторожно, потому что это вещи с точки зрения ислама недопустимы, шутить с аятами Корана, поэтому тут тоже можете увидеть небольшие эти прорези есть. Но на оригиналах они сплошь пишутся, то есть как одной лист сплошной линии. Из этого можно заключить некоторые выводы по технологии изготовления. То есть если как это делалось именно, мы не можем знать, и существуют и стальные как бы матрицы для штампа, и бронзовые есть, но с точки зрения бронзовых штампов они надолго как бы не могут хватать, в том смысле, что штамп, это штамповать там тысячи дирхемов, они быстро изнашиваются. Возможно, были стальные. По дирхемам можно видеть, что там как бы циркульным образом они выцарапывались как бы. Из этого вот можно чисто логически предположить, что там должен быть в центре какое-то углубление. И действительно, если посмотреть, в центре есть центральная точка. И на некоторых дирхемах, хотя они не закрываются буквами. То есть, видимо, как на ослабленной стали, то есть не закаленной стали, она протачивалась, потом уже закалялась. Вот это особенности стилей. И возможно, это не утверждение, возможно только, потому что мы всего не можем знать, факты нужны. Без фактов мы только гадать, но гадание это не наука, то есть мы не можем опираться на какие-то вещи.
просто предполагать можно. То есть вот эта особенность. Другая особенность, например, на многих булгарских дирхемах пишут переводы аятов в книге, полностью указывается аят, как будто отсюда до сюда там. На самом деле на разных дирхемах аят обрывается там «Валяу кариха аль-мушрикин», «Валяу кариха», там есть аят. Вот. То есть не везде они полностью дописаны. Такая же манера есть написание на саманитских дирхемах. То есть, кстати, по поводу написания, вот Айгуль тоже спрашивал, как дозволяется ли писать на дирхемах аят. Это вопрос. Это потому что без тахарата, без омовения нельзя трогать. Ну как это в общий оборот входило? То есть, видимо, были такие же ветви, которые разрешали это. То есть, в чем тут дело? То есть, деньга, она как бы была символом власти и символом того, указывающим, что кто тут хозяин. То есть, в Амиятском, Аббасидском, также тоже в других государствах. В Уидах также. Вот. Видимо, давали фетвы. То есть, фетвы зачастую могли даваться даже вопреки. То есть, если правитель говорил дать, то есть ему соответствующую фетву вынуждены были дать. То есть, не обязательно, что они чисто там подходили. Но по поводу фетв тут может быть даже разрешающих фетв, может быть, это и не было под давлением сделано, потому что если мы посмотрим, вот мы, кстати, вчера говорили, по поводу этого, например, на современных саудийских реалах, в особенности на реал обозначающий, там как раз вот копия одного из дирхемов есть, то есть с аятом тоже. Я пример могу даже показать. Вот смотрите, саудийский реал. Вот, ля иляха илляллах, вахдаху ля шарика лях, и тут аят идет. То есть они То есть высказали у них эту тоже монету. фетва есть на это, кто только не держит. То есть любые люди могут его держать. То есть по поводу особенностей. Рами Хазрат прям научно получилась статья, я думаю, прям вы можете, может подготовить и опубликовать с объяснениями, открытиями, что удалось вот в процессе. А мы вот Айгуль Туташлян об этом уже. Ну, вы как бы больше рассказали, то есть, как бы, я думаю, нумизматом очень интересно было, археологом. Но только надо редактировать, конечно, сильно. Ну, во-первых, Дирхем периода булгарского хана Алмыша. Какой хан? Хан, да, Праник хан. И между Балтава, Нет, Ялтава. ну да, он, да. И, ну, Эльтибер. Да, это верно. Ну вот, Ялтава, кстати, мы везде это поправили. искаженный титул, который со слуха написал Ибн Фадлан. И это пошло гулять Балтавар, там и Ялтавар. А на самом деле это тюркский термин Эльтибер. Да, тут нет разночтений. Да, везде был хан, мы везде поправили. Вот видите, Алмуши не поправили. Так что... Да. Ну вот это типичная такая самая ошибка непрофессионалов. Один из мифов, который есть, это что в Булгарии были ханы и что Булгария была ханством. Но я даже в своей книге писал, что это фейк и нет никаких оснований считать. Все, что мы знаем о булгарских правителях, они были эмирами. Вот так логично мы переходим к вам. То есть, как бы вот я хотел сказать, что у нас, помните, на телевидении была такая программа «Разрушители легенд», «Истребители мифов», и я вот думаю, что... Но эту вот компанию показывали, как законы физики работают, а вы разрушаете интеллектуальные, да, ментальные мифы и фейки. Поэтому я бы хотел вам передать слово, то все-таки рассказать, что было в 1922 году и действительно из какого времени у нас ислам, с чем он связан и как он появился. Бисмиллахи рахмани рахим. Благодарю, во-первых, что пригласили. Действительно очень важное мероприятие, и оно как раз проходит в дни 1101 года принятия нашими предками ислама. Но поскольку уже введение было сказано, и Ради Кремович основные моменты обозначил, я действительно перейду к тем моментам, на которые стоит обратить особое внимание. Ну, во-первых, сразу надо сказать, что роль Волжской Булгарии была
не просто важной, она была системообразующей и цивилизующей для всего Волго-Уральского региона. Можно сказать, что с образованием Волжской Булгарии, принятием Волжской Булгарии ислама, Волго-Уральский регион начинает приобретать те черты, тот этнокультурный облик, который мы сейчас знаем. Потому что именно в это время начинает формироваться не только тюрко-мусульманское, но и в значительной степени и финно-угорское население. Ну, достаточно сказать, что, например, удмурты и коми как народы образовались только под влиянием. То есть до этого был целый конгломерат разных финно-угорских общин, но только после образования Волжской Булгарии они стали формироваться в какие-то компактные общности. Ну и переходя непосредственно к исламу, надо отметить, что со времени начала научного осмысления истории ислама он уже был окутан разными мифами, которые российская наука, прежде всего, которая стала заниматься их изучением, стала педалировать. Во-первых, потому что было трудно принять тот факт, что в Волжской Булгарии ислам уже существовал с начала X века, в то время как Русь приняла христианство, по крайней мере, на 60 лет позже. Поэтому первые ученые, даже такие выдающиеся государственные деятели и историки, как Татищев, они пытались как-то затушевать вопрос о принятии ислама. И, например, Татищев писал, что на самом деле вы неправильно все понимаете. На самом деле никакого ислама никто не принимал, а у булгар был буддизм, которые занесли сюда торговцы, а мы знаем, что индийские торговцы тут путешествуют, и в Астрахани я видел, индийских торговцев, поэтому тут ничего удивительного нет. После того, как образовался Казанский университет, начали работать профессора Френ, Фукс, стало понятно, что те источники, которые были к тому времени известны, и тот же самый Ибн Фадлан был известен в выписках из него энциклопедиста XII века Ибн Якута. И даже публикация этих отрывков показала, что действительно ислам был принят, и там как раз недвусмысленно все это описал.